Буквально через час стартует матч Кыргызстан-Китайский Тайбэй. Как вы сами видите, сегодня ожидается настоящий ажиотаж. Мы сейчас находимся в фан-зоне, где организовано место, где люди могут до матча, до начала матча отдохнуть, приятно провести время. Болельщики начали собираться около стадиона еще задолго до начала матча. Как и ожидалось, игра с китайским Тайбэем привлекла большое количество поклонников сборной Кыргызстана. Особенно радостно было нашим юным фанатам, ведь каждая домашняя игра сборной для них большое событие. Как тебя зовут? Алихан. Откуда приехал? С Бишкека ты? Да, с Бишкека. Постоянно ходишь на матче сборной Кыргызстана? Да. Болеешь, да? Сегодня, как думаешь, выиграют наши? Наверное. Наверное или точно? Точно. С каким счетом? 5-2. Құдай бұйырса 4-0 көбірек гол күтіп отырмыз. Құдай бұйырса ұтады деген чоң ішеніш бар. Сегодня наш выиграет? Конечно. С каким счетом? 3-1, думаю. 3-1, да? Конференция Кыргызстан ойындарына. Ардайым. Бүгін қандай счет болды, Толя? Бүгін 5-6-0. Бестікей. От игры не остались в стороне и публичные личности. Например, известный эстрадный артист и любитель футбола Махсат Садырбеков был уверен, что наша сборная достигнет успеха в предстоящей игре. Я думаю, что уровень кыргызского футбола сейчас на стадии прям становления, да, на стадии развития, поэтому мы сегодня прям должны показать уровень, то, что мы движемся в правильном направлении, и каждый должен вносить любовь к футболу, да, стремиться. Вот мы со своей стороны на самом деле любим, обожаем футбол и готовы работать во благо футбола в Кыргызстане, поэтому вперед, Кыргызстан, алга! Сама игра получилась очень зрелищной и богатой на события. Вовремя вернулись в состав команды опытные игроки Эрбол Атабаев, Адилжон Абдрахманов. В стартовом составе также появился Бекназ Алмазбеков. Сборная Кыргызстана уже со стартовых минут завладела преимуществом на поле. В итоге на 17-й минуте после очередного розыгрыша углового Жоэль Ходжа открыл счет после отличной скидки Адилжона Абдрахманова. После того, как счет стал 1-0, игра сборной стала еще лучше. Еще в первом тайме неудержимый в этот вечер Жоэль Ходжа отметился еще 2 голами. Сначала результативно подключился к атаке капитан Валерий Кичин, отлично прострелил с фланга на Ходжа, а затем Жоэль красиво реализовал выход 1-1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Кыргызстана Штефан Таркович отметил, что результат матча его удовлетворил и что он рад за свою команду и за болельщиков. Yeah, I think that this is big result, big win for the Kyrgyz Republic and for the people who attend the stadium and who support us even in the time when maybe the result and the performance was not okay. Today players return them all, and I am very happy how we presented in this game regarding our team spirit, regarding how the team was working and how the players perform individually. Вопрос был вообще, как тренер, что может тренер сказать о сегодняшней игре. Он говорит, что это хороший очень результат для нашей команды и для людей, которые сегодня пришли поддержать нашу команду. И я рад, что у нас сегодня получилась слаженная игра и индивидуальные качества игроков тоже были хороши на поле. До этого, к сожалению, мы не могли порадовать наших болельщиков своим выступлением, но в последних 2 матчах нам это удается сделать. Сейчас сборная Кыргызстана занимает первые строчки в группе «Д». На второй строчке сборная Омана с 6 очками, на 3-м месте сборная Малайзии и на последней строчке китайский Тайбэй. Напомним, что первые 2 команды получат путевки в следующий раунд отбора на чемпионат мира, а также прямую путевку на Кубок Азии. Следующий матч сборная Кыргызстана проведет 6 июня дома против сборной Малайзии, в котором и решится судьба путевок. Актилек Джанчиев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.